Приветствую, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 12 сентября. Это у нас понедельник. Мы смотрим с вами на колоде пасьянс, все знаки зодиака, события для каждого. Первые овны. Начинаем с овнов. 12 сентября, понедельник. События дня. Овны. Покажите мне, что у овнов будет. Сразу же у вас овны любовь. Два сердца показывают, что все хорошо будет в личной жизни. Может быть знакомство с утра. Если у вас нет любимого человека, может появиться. Застолье. Либо вы познакомитесь где-то в кафе, в ресторане, либо если вы уже пара, то, возможно, вы будете где-то вместе отдыхать в этот день. Интимная связь. Ну, у вас тут все про любовь. Свидание. Ну, посмотрите. События за событиями. Все любовь, свидание, застолье, свидание. Может быть, где-то в кафе, ресторан. Там, где можно покушать. Траты. Мешок с деньгами. Ну, либо, скажем так, какое-то событие, связанное с деньгами. Может быть, и поступление. Ну, конечно, чаще проигрываются как траты. Гости. Траты на гостей. Так, сейчас проверим еще горизонтали, вертикали. Солнышко нельзя. Здесь нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет и нет. Получается, у вас, значит, точно все отлично будет в личной жизни. Да, потому что выпала любовь, выпало свидание и выпала интимная связь. Да, то есть показывает, что, возможно, даже будет какая-то приятная встреча, свидание. И еще одно событие показывает, что у вас могут быть в этот день гости, общение с гостями, застолье и деньги. Скорее всего, либо траты, какие-то покупки, связанные с гостями. Может быть, подарок для гостей, если вы идете в гости. То есть тут и вы тоже можете идти. Так что вот такой у вас понедельник. Больше похож на выходной, чем на будний день. Благодарю за внимание и перехожу дальше к тельцам. Тельцы. Двенадцатое сентября. События дня для тельцов. Змея у вас первая выпадает. Змея – это человек, у которого длинный злой язык. Да, поэтому от него ничего хорошего ждать не приходится, или от нее. Также показывает, может быть свидание. Ну, в вашем случае, кстати, может быть свидание со змеей. А змея может быть по году рождения змея. Например, по профессии, может быть, человек с медициной связан. Может так тоже еще проиграться. Потому что свидание приятное событие, да, поэтому, скорее всего, змея тоже как-то проиграется в позитивном ключе. Тайна. Возможно, откроется какая-то тайна на этом свидании. Да, то есть вы узнаете, что человек, ну, не совсем такой хороший, как вы о нем думали.
Деловая встреча, бабочка. Деловые отношения, вернее. Ожидание. Корабль. Застолье. Может быть, деловое общение будет где-то в кафе, в ресторане. Может так показывать. И решение каких-то вопросов, ножницы. Могут решиться дела. Причем на застолье, видите? Так, смотрим теперь, что у нас по горизонтали. По горизонтали нет. По вертикали. Тоже нет, не вижу. Получается в этот день общение с человеком-змеей. Надо быть осторожными, потому что может ужалить. Свидание, приятная встреча. Откроется какая-то тайная информация. Вы будете в состоянии ожидания. Ожидания этого свидания или ожидания, может быть, этой встречи. Дальше будет какая-то деловая встреча еще, на которой решатся вопросы, дела. И, скорее всего, она где-то будет, да, в каком-то месте, где можно будет пообедать, да, поужинать, не знаю, в общем, там, где можно быть за столом, застолье. Так что, тельцы, вот такой у вас день получается. Благодарю за внимание. И перехожу дальше к близнецам. Смотрим, близнецы. «12 сентября. События дня для близнецов. Понедельник». Приглашение вы можете получить, куда-то вас позовут в этот день. Может быть нерешенный вопрос, который давно тянется, а у вас не получается его решить. Обман. Маска. Кто-то будет обманывать вас. Общение с друзьями, другом, подружкой. Поездка, дорога. Так, мешочек я не могу сделать. Не могу, потому что обе карты зафиксированы. Если кому-то интересно, почему не могу. И деловая встреча еще есть. Ну, чаще деловая проигрывается, но может быть и просто встреча. То есть показывает, что встреча с другом будет. Значит так, смотрим. У вас выходит первое событие — приглашение. Да, возможно, друг пригласит, друг, подружка пригласят, да, на встречу. В общем, приглашение будет. Будет какой-то нерешенный вопрос в этот день, не получится решить. Если бы выпали ножницы, я бы сказала, что есть нерешенный вопрос, но вы решите. Тут, видите, ножницы не выпали, поэтому, скорее всего, какой-то вопрос решен не будет. Дальше обман может быть. Будьте осторожны, внимательны, могут обмануть.
Общение с друзьями, встреча и какая-то поездка еще может быть в этот день. Так что, близнецы, у вас тут два предупреждения, да, то есть это быть готовыми к обману, внимательно, вернее, быть, и понимать, что какой-то вопрос может не решиться в понедельник. Надо будет подождать. Возможно, решиться в другой день. Вот такая информация. Благодарю за внимание и перехожу дальше к ракам. Смотрим раки. 12 сентября. Сентября. События дня для раков. Покажите мне, пожалуйста. Понедельник. У вас выпадают первые весы. Весы — это колебания, сомнения, да, то есть когда есть два варианта, и очень сложно выбрать один из них. Общение с другом, подружкой. Кораблик нельзя. Часы нельзя. События в месяце. Это обозначает, что с вами произойдет какое-то событие, которое каждый месяц происходит. Да, например, вы что-то оплачиваете, куда-то ходите каждый месяц. Может быть, даже вот в этих числах. Также может быть деловое общение в этот день. И исполнение желания. Вечером у вас какое-то желание исполнится ваше. Больше не вижу. Значит, смотрите, 5 событий у вас. Первое показывает, что с утра могут быть какие-то колебания, сомнения, да, вот сложно выбрать, как поступить, так или так. Дальше общение с друзьями, событие, которое повторяется каждый месяц будет, деловое общение и исполнение желания. В общем, у вас такой очень даже неплохой денек получается. Из не очень хороших событий только колебания, да, то есть сложный выбор, а все остальные события хорошие. Благодарю вас за внимание, раки, и перехожу я ко львам. Так, левушки, смотрим. 12 сентября. События для льва покажите мне, пожалуйста. Смотрим. Левушки, не хотят у вас события выпадать.
Первое, что увидела, это тайная какая-то встреча или тайное свидание. Прибыль, финансовые поступления. Получение какого-то документа. Может быть, справки, бумаги какой-то. Еще могли быть ножницы. Тут все зависит от того, вы увидели первое письмо или ножницы. Я письмо увидела. Если вы увидели ножницы, значит, у вас может решиться какой-то вопрос в этот день. И еще может быть получение какой-то информации, новости в виде смс либо письма на электронную почту. Да? То есть это какая-то электронная новость. Так, получается, смотрим теперь. Кровать нельзя. Здесь нет, здесь нет. Нет, нет. Солнышко еще есть. Солнышко — это очень хорошее настроение у вас будет. У вас все события, смотрите, происходят в конце дня, да, получается. Так, и здесь нет совпадения. Значит, у вас может быть какая-то тайная встреча в этот день. У вас будут финансовые поступления, получение документа о посылке. Может быть, прям конверта, например, деньги в конверте, как вариант, да, то есть получение какого-то. Конверт часто показывает либо сам конверт, либо какую-то бумагу. Так, ну и еще новости, да, то есть раньше новости люди получали в письмах, да, то есть поэтому вот часто письмо — это еще новости. Хорошее настроение, то есть, скорее всего, вот это вот то, что вы здесь получите, вам точно понравится, потому что настроение классное выпадает. И показывает, у вас может быть еще какая-то информация, новость придет либо на телефон, либо на электронную почту. Вот, так что, в принципе, все события хорошие, кроме вот этого непонятной какой-то тайной встречи. Потому что здесь можете вы в тайне встречаться. Если вы не планируете, да, скрывать какую-то встречу, то тогда могут в тайне встретиться от вас. Да, поэтому тут вот такая ситуация двоякая. Тут уже вы для себя поймете, как она для вас проигрывается. Благодарю за внимание и перехожу дальше к девам. Так, покажите мне, пожалуйста, Девы, 12 сентября, события дня. Какие события будут у Дев? Так, события для Дев смотрим. Понедельник. У вас выпадает мешок с деньгами. То есть какое-то событие будет связано с деньгами. Получение, перевод, покупки, да, то есть что-то будете с деньгами делать. Подсвечник, надежда и оптимизм. Такой положительный настрой на день. Цыпленок. Цыпленок показывает семейную жизнь, да, то есть детей очень часто показывает. Возможно, будете общаться с детками, либо с кем-то младше себя по возрасту. Младшие братья, сестры, может быть. Ножницы. Решится какое-то дело у вас в этот день. Откроется информация, тайна. Шарики нельзя.
поездка, дорога. Здесь нет карточки, подарок. Еще выпадает подарочек у вас. Так, смотрим дальше. Нет, нет. Нет и нет совпадений. Получается, у вас в этот день деньги, какое-то событие, связанное с деньгами, чаще проигрывается как траты. Семейная жизнь показывает, что будете проводить время с семьей, с детьми в этот день. Есть какие-то надежды, положительный настрой. Есть решение вопросов, есть поездка, открытие информации тайны и подарочек. Вот такие замечательные события у вас выпали все, Дева, на понедельник. Благодарю вас за внимание. Дальше перехожу я к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку я оставлю для вас под этим видео в описании на вторую часть. Либо же еще можете оставлять запросы в комментариях. Пишите, да, мне нужна ссылочка, я буду вам в комментарии оставлять, если вы не хотите и не знаете, где и как искать. В общем, до встречи во второй части.